На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Откровенный разговор в преддверии празднования 29-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии президент Аслан Джаниев встретился с добровольцами-ветеранами. Филиал IT-школы STEM Lab открылся в Гагре. Уже со следующей недели школьники Гагрского района могут приступить к обучению. Обладателем Кубка президента Абхазии стал жокей Тимур Чхабелия. На поляне Муквашта состоялись традиционные конно-спортивные состязания. 29 лет назад, 29 сентября в 14 часов 30 минут передовые подразделения вооруженных сил Республики Абхазия, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулрыбском районе, заняли Сухумский аэропорт. Вторая группа, достигнув реки Кадор, соединилась с войсками Восточного фронта. Блокада Ачимчирско-Тупарчалского региона Абхазии, продолжавшаяся больше 13 месяцев, была прорвана. Часть грузинских войск, бросая боевую технику и вооружение, ушла в горы в направлении села Лата. До полного освобождения республики от грузинских оккупационных войск в ходе Отечественной войны народа Абхазии остается менее суток. После выпуска новостей на Абаза ТВ смотрите передачу, основанную на кадрах хроники и посвященную историческому соединению двух фронтов в сентябре 1993 года. Благотворительный фонд первого президента представляет проект «Владислав Григорьевич». Цикл интервью продолжают воспоминания о Владиславе Ардзенба, экс-министра иностранных дел, помощника президента Абхазии по международным делам Максима Гвинджия. Смотрите проект «Владислав Григорьевич» на Абаза ТВ также в нашем эфире после хроники. А в пятницу 30 сентября, в День Победы и независимости, на Первом Приднестровском телеканале «День Абхазии» с 10 утра и до самого вечера в программе «Документальный фильм Абхазия» о первом президенте Абхазии, также «Страсти» по Владиславу, документальный фильм о первом президенте Владислав Ардзенба, драма победителя, документальный фильм «Последняя война» и другие проекты. В преддверии празднования 29-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии президент Аслан Джаниев встретился с добровольцами-ветеранами. За закрытыми дверями состоялся откровенный предметный разговор. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб и глава администрации президента Джансух Нанба. В начале встречи президент Джаниев поприветствовал гостей и поздравил их с наступающим праздником. Рад вас приветствовать. Хочу поздравить с наступающим большим для нас всех вместе взятым праздником и пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Тот вклад, который вы внесли в нашу общую большую борьбу, ваш вклад, он неоценим. Мы этим очень дорожим, гордимся вами и абсолютно уверен в том, что дальше история наших взаимоотношений будет только еще лучше и лучше. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Сегодня мы собрались в таком составе. Здесь находится представитель правительства, вице-президент, глава администрации президента, с тем, чтобы была возможность обсудить предметно вопросы, которые нас всех волнуют. Поэтому я готов к такому предметному разговору. Еще раз благодарю вас, еще раз хочу вас поздравить и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. В преддверии Дня Победы президент Республики Абхазия Аслан Джаниев посетил село Мук, где прошли праздничные народные гуляния и конно-спортивные соревнования. Главу государства сопровождали спикер Народного собрания парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, члены правительства, депутаты парламента. В конно-спортивных соревнованиях участие приняли лучшие жокеи страны. Обладателем приза Кубка президента Республики Абхазия стал жокей Тимур Чхабелия. Репортаж Астанды Оторба об этом событии в рубрике «Амш Ахтес».
Очамчыра район аҟны жәытәнатә аахыс иналукааша аизарҭа ҭыԥқәа иреиуоу Мықә ашҭа есышықәса аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа неиҵыхны еиҿыркаауеит. Сынтәа Аџьынџьтәылатәи аибашьраҟны игаз аиааира амш ижәижәба шықәса ахыҵра аҳаҭыразы араҟа амилаҭтә спорттәи еицлабрақәеи аҽыбӷа ҟазацәа реиндаҭлареи аконцерттә программеи азырхиан. Ҳара аԥсуаа ҳзыҳәаны ныҳәа дуӡӡоуп иахьа. Аиааира еиҳау ҳара ныҳәа ҽакыҟоуп ҳәа сыҟаӡам. Шәышықәса рышьҭахь инаркны ҳабацәа, рабацәа зышьҭаз наӡеит. Ан лыӷырзи, аби гәырҩеи, ҳаҷкәынцәа бзиахәқәеи рхақәырҵеит ҳаԥсны. Аиааира иаагаз пату акәзароуп, ҳәарас иаҭахузеи. Иҭахаз рахәаҭ бзиахааит, хашҭа рықәымзааит. Владислав Григорий-иԥа, Сергеи Василий-иԥа Багаԥшь, ҳаӡӷабцәа, ҳаҷкәынцәа, Аԥсны зхаԥызҵаз хашҭа рықәымзааит. Урҭ жәлара ирхашҭраны иҟаӡам, избанзар имариаӡам урҭ иҟарҵаз аус. Суҳәоит Анцәа дуӡӡа, аԥааимбар дырхылаԥшааит ҳажәлара. Ҵеимшьҭиааит Аԥсны Анцәа сиҳәоит сара. Мышьҭа бзиала ҳаиқәшәалааит абас мыхәарҭаҿ. Амилаҭтә хәмаррақәа ажәлар рхаҿра рҟазара зныԥшуа ахырхарҭақәа иреиуоуп. Ишаԥу еиԥш Очамчыра араион иаҵанакуа Кәыдры, Баслахә, Џьгьарда, Тамшь ақыҭақәа еидызкыло акомандақәа аҵәи гәыӡӡареи ҽыла ампыл асреи рҟны ииндаҭлоит. Иара убас еиуеиԥшым адистанциақәа рыла Аԥсны ахадацәа рыхьӡала аҽқәа дырыҩуеит. Ахәмаррақәа реиҿкаараҿы Аԥсны ахадара ааҭгылара ҟанаҵеит. Аҳәынҭқарра атәыла ахада ацхыраара аиҭеит нас Очамчыра араион. Иҵкысҳауа дараӡа ибзиоуп иахьа имҩаԥысуеит аҿарацәа, нас аиԥхниларақәа ыҟоуп, ҵәылампыл асра ыҟоуп, нас зегьы аиааирақәа реиӷьасшьоит. Аҳәынҭқар иахьа атәыла ахада ицхыраарыла дараӡа ирацәоуп имҩаԥысуа. Аԥсҭанҭацәгьы имҩаԥысқәа дараӡа ирацәоуп. Даже аиааирақәа ганы абас еиԥш игьежьуеит иахьа аԥсуаа аспортсменцәа. Аныҳәа иалахәу Баслахәтәи акоманда ижәижәаба шықәса раахыс иқәымгылацызт. Ақыҭа аҭоурых аҿы иҟоуп иналукааша аспорт азҟазацәа, аҽыбӷа ҟазацәа, урҭ ирыбзоураны еизган ақәыԥшцәа злахәу акоманда. Ҳара Бислахә акоманда ижәижәаба шықәса ҵуат акоманда ақәымгылеижьҭеи. Бислахә акоманда ажәлар ирдыруан Гәдоуҭа инаркны Очамчыранӡа Бислахә акоманда закәыз аԥшӡара иамаз, ахаара иамаз, аҽыбӷа ҟазаҩцәа иӷәӷәаны иҳаман, иҳагхахьоугьы ауп урҭ уахь иалахымзаат. Ҳара абра ҳааилацәажәан ақыҭа абри ҳаиҳабацәа иаҳдырбаз, ҳабацәа иаҳдырбаз агәыбылра иаҳмырӡып ҳәа ҳҽааидкыланы хымыз рыҩныҵҟала иаҳра ишааиз аус ауп. Ҳаҽқәакгьы хәыҷыкгьы ҳаҳҭқәагьы ауп. Аҷкәынцәа Гәдоуҭантәи, Кланырхәантәи иҭабуп идуӡӡаны ҳара сҳәасҭахуп аҽқәагьы ҳдыркит. Абас шәыԥшӡаӡа шәхааӡа шәықәлозар ҳхы ҳаигӡом, ҳгәы ҳаигӡом рҳәан, абас ҳарԥшӡаны иахьа Мықә ашҭа ҳааины иҳалшоз ахәыҷы ақыҭа Бислахә ишмыӡыц, аԥхьагыларагьы ишрымаз иҳабацәа наҟаз, ҳара иҵабацәа быржәы ҳҽааибыҭаны абыржәы ҳазҿу убри ҳмырӡуп ус Анцәа иааиҵаат. Ҽаанбзыла иниааит зегьы аиааира мышьа иадныҳәалаз иахьатәи апраздник иԥшӡаӡа ихааӡа иаҳзаазгаз, абра ҳгәырӷьа ҳаччо аҽырҩра ԥшӡаӡа имҩаԥаҳгартә иаҳзаазгаз ҳаблацәа, ҳдиадиацәа иҳагхахьоу уахь иалахымзаара ԥсҭа бзиахаа дара ргәаларшәара Анцәа иҳаумырӡа. Аныҳәа рҽаладырхәырц ахәмаррақәа ирыхәаԥшырц еснагь еизоит хыԥхьаӡара рацәала ауааԥсыра. Аҿар атрадициа шьахәқәа шьҭыркаауеит, аиҳабцәа ирҿырҵаауеит ахымҩаԥгашьа, аибабара, апату еиқәҵара. Аԥсуаа иныҟәиго иҭабызгоуп зегьы қыҭа цыԥхьаӡа иааины иқәтәо абра ахәмарра рхаладырхәит зегьы. Хәыҷгьы дугьы гәырӷьа иччо иаԥылеит. Аманшәала рыма еибашьразшәа аимҵуа гәырӷьа шьапыда нцәахьан циримҭааит, гәырӷьа еиҳабыла, еиҵабыла зегьы иахьиччоит аманшәалара. Ахәмаррақәа рымҩа иаԥырго аҽырҩрақәа бзианы ҳаԥыларц ҳбиҭоуп, рублеиқәа иаҳзықәырго аманшәалантәи. Аихшьаалақәа рыла иалгааны иреиӷьхаз акомандақәа, аҽырҩраҟны иаиааиз Иран ашьанаԥаратә ҳамҭақәеи ахраҿақәеи. Мықә ашҭа ажәлар рныҳәа рыцеиҩыршеит Аԥсны ахада Аслан Ԥшьании, атәыла ахадара ахаҭарнакцәеи. Аныҳәатә программа иацҵан жәлар рыкәашареи рышәаҳәареи рансамбль Ерцахә ақәгыларала. Асҭанда Оҭарԥҳа, Саида Гәхаа, Абаза ТВ.
Международная повестка. ЕС решительно осуждает визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию и считает это нарушением международного права, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петер Стана, сообщает РИА Новости. Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию. Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права, заявил дипломат. Напомним, 28 сентября в Пицунде состоялась встреча президентов Абхазии и Беларуси. Министр иностранных дел Инал Ардзенба прокомментировал визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию. Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует, сказал Инал Ардзенба. Уверен, что в этом партнерстве России, Беларуси и других стран, в том числе стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, стран постсоветского пространства, Абхазия в состоянии занять свое достойное место, заявил торгпред Абхазии в России Олег Барцец. Он отметил, что Абхазия и Беларусь могут быть надежными торговыми и экономическими партнерами. Небольшой республике есть что предложить на внешний рынок, а также есть много позиций, в которых страна нуждается. 28 сентября по приглашению руководства полиции Республики Никарагуа чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 43-й годовщине основания полиции Республики Никарагуа. На мероприятии присутствовали президент Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Росарио Мурильо, представители правительства и дипломатического корпуса, аккредитованного в Никарагуа. Посол России Михаил Шургалин представил накануне премьер-министру Александру Анквабу нового торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Залену Кабесову, сообщает сайт правительства. На встрече обсуждалось состояние торгово-экономических связей между странами и вопрос наращивания сотрудничества. Александр Анкваб заверил главу российского торгпредства в готовности к интенсификации взаимодействия по всем важным направлениям, повышению торгового оборота, совместным проектам в области развития промышленности и других сфер экономики. Министерство и ведомство экономического блока правительства Абхазии ориентированы на активное взаимодействие с торговым представительством России. Надеемся на результативность этой работы, подчеркнул премьер-министр. Александр Анкваб также обсудил накануне актуальные вопросы формирования бюджета Сухумского района с вице-спикером Народного собрания парламента Фазалбеем Авицба, депутатами Каном Кварчи, Ливоном Глустяном, председателем парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Бесланом Халваш и главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава. На встрече депутаты высказали соображения по некоторым бюджетным вопросам, которые будут переданы Министерству финансов. Печальная весть. Ушла из жизни художник-керамист, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия, член Союза художников Абхазии, лауреат премии Министерства культуры Республики, лучший художник года, народный художник Республики Абхазия Валентина Хорхумал. Министр культуры Даурковы выразил соболезнования родным и близким покойным. В нем, в частности, отмечается: Валентина Исмаиловна внесла неоценимый вклад в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии, а также в воспитание подрастающего поколения нашей страны. Отдельных слов признательности заслуживает и педагогическая деятельность. Она щедро делилась секретами мастерства с молодежью, чем снискала любовь и непререкаемое уважение учеников. Ее яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег, родных и близких. Конец цитаты. Союз художников Абхазии выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни народного художника Валентины Хорхумал. Она принадлежала к старшему поколению художников, составляющих гордость изобразительного искусства Абхазии, была постоянным участником республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок, долгие годы преподавала в Абхазском государственном университете и Сухумском художественном училище. Произведения художницы хранятся в музеях, галереях и частных собраниях в Абхазии и за ее пределами. Светлая память о талантливом художнике и прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей, отмечается в траурном адресе Союза художников Абхазии.
Смотрите на нашем канале сегодня проект «История одной картины», посвященный творчеству Валентины Хорхумал, в частности, скульптуре «Маленькие наездники». Медицина, эпидемиологическую обстановку в стране, а также работу скорой помощи столицы, республиканской детской больницы, детской поликлиники и инфекционной больницы Сухума обсудил министр здравоохранения Эдуард Будба с главврачами медучреждений Сухума. Медики отметили снижение заболеваемости коронавирусной инфекции, обсудили маршрутизацию больных COVID-19 в Гудаутскую ЦРБ, в том числе и детей, проблемы нехватки медицинского персонала, а также оснащение медучреждений дополнительным оборудованием и машинами скорой. Эдуард Будба дал поручение усилить взаимодействие между медучреждениями для транспортировки больных COVID-19 в Гудаутскую ЦРБ, а также решил решить вопрос нехватки врачей в детской больнице. Передвижной комплекс по диагностике зрения работает в городе Очимчира и 30 сентября с 9 до 14:00. Наставники и курсанты Высшей школы милиции МВД, сотрудники управления по воспитательной работе и отдела информации и общественных связей МВД Абхазии провели патриотическую акцию «Дорогами героев» от села Каман до площади Свободы в Сухуме. Как сообщает пресс-служба МВД, акция ставила перед собой цель рассказать о ходе боевых действий во время Отечественной войны народа Абхазии, показать молодежи места сражений и гибели бойцов абхазской армии, чтобы они, в свою очередь, рассказали об этом подрастающему поколению и знали, как сложно далась победа. Этой акцией будущие офицеры выразили благодарность всем воинам, самоотверженно защищавшим Родину и сложившим головы за победу. Участники акции почтили память погибших в селе Яштхуа. Там установлен памятник всем танкистам и воинам других частей, сложившим головы в боях за освобождение столицы. Стартовала акция «Альфард Клаб АБХ», приуроченная к празднованию 29-й годовщины со Дня Победы народа Абхазии, которая будет ознаменована поездкой на Северный Кавказ, в столицу Кабардино-Балкарской республики, город Нальчик. Во время пребывания планируются встречи с ветеранами-добровольцами, а также посещение могилы героя Абхазии, министра обороны республики Султана Сасналиева. Ровно в 12:00 29 сентября делегация выехала из Гагры. В преддверии Дня Победы в Отечественной войне в онлайн-формате состоялась встреча представителей молодого поколения абхазской диаспоры Германии, Голландии и Турции с участием начальника отдела по связям с соотечественниками Государственного комитета Республики по репатриации Инала Хутаба. Обсудили традиции празднования Дня Победы в Абхазии, возможность участия представителей диаспоры в культурной и других сферах жизни республики, а также современные возможности изучения родного языка при помощи новейших технологий. Встреча велась на абхазском, турецком и немецком языках и была организована полномочным представителем МИД Республики Абхазия в ФРГ Хиблай Амичба. В канун великого праздника Победы в Отечественной войне народа Абхазии ректор АГУ академик Олег Угварами принял группу женщин-матерей погибших защитников Родины. Приглашенным матерям погибших от имени руководства вуза были преподнесены цветы и подарки. Ректор также поздравил с наступающим праздником Победы ветеранов, сотрудников вуза. Затем встреча продолжилась на филологическом факультете. Мероприятие было организовано Абхазским государственным университетом совместно с Координационным советом женщин Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Матерям от имени ВАК также были вручены подарки, сообщает Отдел информации и медиакоммуникаций АГУ. В Абхазском государственном университете состоялась международная научно-практическая конференция «Публичная власть. Проблемы формирования и функционирования», посвященная 90-летию вуза. До начала конференции гостей принял ректор академик Олег Угварами. В преддверии Дня Победы он поздравил всех с наступающим праздником, рассказал об истории, развитии и достижениях университета. Министр юстиции Анри Барцидзе зачитал приветственный адрес от имени президента Аслана Бжания. Также приветственный адрес от Академии наук Абхазии зачитал член президиума Академии, директор Института экологии Роман Дбар.
Филиал IT-школы STEM Lab открылся в Гагре. Уже со следующей недели школьники Гагрского района могут приступить к изучению цифрового рисунка, графического дизайна и 3D-моделирования. Проект реализован при финансовой поддержке Фонда образовательных и информационных технологий, основанного Олегом Барциц, председателем попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии в Москве. Также поддержку в открытии STEM Lab оказал местный интернет-провайдер Гагра-Телеком. На открытии побывала Надежда Боровикова. STEM Lab – это первая в Абхазии IT-школа для детей, которая предлагает трехмесячные компьютерные курсы по множеству направлений. STEM Lab открылась в Сухуме около 5 лет назад и стала популярна среди детей не только из-за интересных современных направлений и высокого качества образования. В STEM Lab царит особая атмосфера свободы и творчества, и многие дети, закончив один курс, записываются на другой просто потому, что не хотят расставаться со школой. Основатель STEM Lab Дамей Джонуа давно задумывался об открытии филиалов в других городах Абхазии, но школа – проект скорее социальный, чем коммерческие. Цены на курсы минимальные, и без сторонней финансовой поддержки открыть филиал было проблематично. Спрос здесь был постоянный, по нам постоянно писали родители. Даже есть дети, которые из Сандрипша, из Гагры, из Пицунды приезжали к нам в Сухум. Буквально почти каждый день они приезжают, там занимаются. И это все диктовало нам, что пора бы уже открыть филиал в Гагре. И вот благодаря общим усилиям финансовой поддержки Олега Мсасовича Барцица при помощи интернет-провайдера Гагра-Телеком такой проект состоялся. Фонд образовательных и информационных технологий – организация новая. Ее основатель Олег Барциц, председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии в Москве, планирует способствовать развитию IT-технологий, телекоммуникаций и СМИ. При поддержке фонда старое помещение в здании бывшего почтамта отремонтировали, технически оснастили, и скоро первые 32 школьника пройдут здесь компьютерные курсы. Я считаю, что именно подобные проекты и будут способствовать тому, что наша молодежь, а наша молодежь, хочу заметить, она не менее талантлива, не менее амбициозна, не менее целеустремленна, чем их сверстники в любой точке земного шара, а может быть даже где-то и превосходят. Поэтому надо дать шанс нашим молодым людям для того, чтобы они осваивали новое что-то. И вот это, я считаю, в конечном итоге будет служить и развитию их, и монетизации, возможно, каких-то проектов, которые они сами уже будут организовывать и проводить. В конечном итоге это то, что без пафоса, скажу, укрепляет нашу небольшую страну. Думаю, что это будет интересно для наших школьников, для нашей молодежи. Уверен, что у этого проекта есть успешное, хорошее будущее. Интернет-провайдер Гагра-Телеком – это руки проекта. В задачи руководителя Ланы Пачуля входил контроль за ремонтом и работами по техническому оснащению класса. У Гагра-Телеком есть и свой вполне понятный интерес. Школа STEM воспитывает будущие кадры. Направления, которыми занимается Дамей и его школа, позволить детям в ногу со временем шагать, изучать IT-технологии. На самом деле сегодня найти специалиста, занимающийся IT-технологиями, понимающий, как работает компьютер, мало. Очень мало и очень тяжело найти работников в этой сфере. Быть может, когда-нибудь ребенок, который здесь попробует курсы, поймет, что это, заинтересуется и обучится дальше, и вернется и сможет со мной работать. Одновременно в Гагарском филиале школы STEM могут заниматься 16 детей. В данный момент формируются первые 2 группы. Чуть позже наберут еще одну. Занятия начнутся уже через неделю. Мы стартуем с 3 курсами. Это цифровой рисунок, графический дизайн и 3D-моделирование. В скором времени будем запускать и остальные курсы. Все курсы будут предназначены для школьников с 1 по 11 класс. И, пользуясь возможностью, обращаюсь к жителям города Гагра и Пицунда. Если есть специалисты в IT-области, пожалуйста, дайте о себе знать. Давайте вместе создадим эту школу и сделаем ее по-настоящему крутой. Записать ребенка на курс или получить дополнительную информацию можно на сайте школы stemlaboratory.ru или по номеру 930 05 55. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.
В Берлине состоялась общегерманская конференция представителей русскоязычных организаций Германии, куда съехались представители многонациональной русскоязычной диаспоры со всех городов страны за многолетний вклад в развитие движения русскоязычных соотечественников и налаживание международных дружественных связей. Посол Российской Федерации в ФРГ Нечаев вручил почетную грамоту посольства полномочному представителю МИД Республики Абхазия в ФРГ Хибле Амичба. Икону со святыми мощами Александра Невского передали посольству России в Абхазии благотворительные фонды святого мученика Ванифатия и «Хочу верить», которые работают на территории Абхазии уже 8 лет. Об этом рассказала спутник, руководитель фонда «Хочу верить» Юлия Павлюченкова. Посольству мы передали икону Александра Невского, потому что Невский был в первую очередь дипломатом, государственным деятелем. Является покровителем дипломатов. Недавно памятник Невскому установили в МИД России, отметила Павлюченкова. Фонды также передали икону святого праведного воина Федора Ушакова с частицей мощей полковому священнику 7-й российской военной базы, а также походный крест с частицей креста Господня. Спорт. Самара победитель. 28 сентября в Сухуме состоялся турнир по баскетболу 3×3 среди мужских команд «Кубок дружбы». В нем приняли участие 8 команд из Абхазии, России, Беларуси. По итогам игр первое место заняла команда «Самара», второе «Bad Boys», третье «Guns Balls». Самара увезла домой путевку на суперкубок, который пройдет 12 ноября в Калуге. В Гагре состоялся турнир по шахматам, приуроченный ко Дню Победы и освобождению Гагрского района от грузинских захватчиков. Это ежегодный турнир. Соревнования проходили 2 дня по дисциплине блиц. В нем приняли участие около 100 шахматистов, в основном из Гагрского и Гудаутского районов, в возрасте от 6 до 13 лет. Победители получили медали, грамоты и кубки от местных властей. Сейчас о погоде. В пятницу, 30 сентября, в Абхазии переменная облачность без осадков, атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 22 градуса, волнение морской воды слабое и умеренное. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.